Я самоучка, я не ходила на кружки, я не ходила в художественную школу. Единственный такой вот толчок был, когда мой преподаватель в школе предложил участвовать в школьной выставке. Нужно было сделать очень быстренько работу. Настолько это меня мотивировало, что я не ожидала. Именно эта работа заняла первое место в городском конкурсе. А когда дело дошло до поступления, понятное дело, тут просто было без вариантов. Однозначно Крымский инженерно-педагогический университет. Только туда подавала документы свои на кафедру декоративно-прикладного творчества. Творчество дает мне возможность расслабиться, дает свободу в какой-то степени, дает возможность самовыражаться, дает возможность показать, какому народу я принадлежу, дает возможность почувствовать в какой-то степени внутренний какой-то стержень. Это очень приятное чувство внутри возникает. Каждая работа создавалась с определенными чувствами, с определенными эмоциями. То, что я чувствовала в определенный момент своей жизни, я это и воплотила в свои работы. Я не люблю делать красочные работы, все-таки предпочитаю делать более лаконичные, сдержанные. То есть моя задача, моя цель все-таки привлечь внимание в своих работах не с помощью цветов, а с помощью больше образа, сделать образ более углубленным. Чаще всего моя работа небольших форматов. Я не люблю садиться за работу несколько раз. Все-таки бывает такое, что какая-то идея появляется спонтанно в моей голове. Сразу же сажусь за работу, сразу же ее воплощаю в реальность. Обожаю, когда из маленьких каких-то элементов выстраивается очень красивая композиция. Еще и наш орнамент непосредственно тоже выстраивается из таких плавных, красивых линий. Мне это очень интересно, увлекательно для меня. Предназначение, да, я об этом задумалась, и, наверное, все-таки я пришла на этот мир для того, чтобы получить знаний и дальше эти знания уже передавать и другим людям. Я работаю с детьми. Я настолько восхищаюсь тем моментом, когда я могу что-то детям рассказать, а они замирают в этот момент, у них глазки горят, они внимательно слушают, а мне в этот момент настолько сильно хочется это все рассказать. Я провожу кружки по рукоделию. С самого детства в нашей семье присутствует патриотическое воспитание, так как мои родители преподаватели, особенно баба, очень часто любил он очень любил очень много рассказывать про то, что связано с нашим народом. Дал понять, что несмотря ни на что, то есть бывают и радостные моменты, бывают и какие-то грустные моменты, как бы там ни было, опускать руки нельзя, нужно стремиться возвращаться в Крым. Именно это место дает нам силу и дает энергию. Баба рассказывала опять-таки про тему депортации и про то, что пережила Рамиль Буканам, Медине Буканам. Он сказал одну фразу, которая мне осталась в голове. Говорила: знаешь, Балам, говорит, Буканам сказал, что на чужбине даже облака не такие, как на родине. Думаю, это же облака, наверное, они везде одинаковые.
Я выглянула в окно, посмотрела, и вот эти вот как раз тогда я помню небо, голубое небо, кучерявые облака. И, наверное, с того момента я уже начала интересоваться окружающим миром, стала разглядывать то, что есть вокруг меня. Начала смотреть на то, какие деревья, как у них изгибаются ветки, начала смотреть на волны, как из фонтанов льется вода. И вот именно в такие вот моменты какие-то образы возникают в голове, и они, в принципе, меня вдохновляют на создание каких-то работ. То есть я смотрю на воду, а вижу в них орнамент. Я смотрю на архитектурное сооружение, и я вижу эту картинку уже как будто написанную в гуаше. Тема Родина отразилась на моих работах, но я больше беру не негативные моменты, связанные с народом, а больше позитивные. Я изображаю не слезы, не горе, а больше надежду, больше возрождения нашего народа. Те же самые ростки, те же самые плавные линии, это и есть тот вот, можно сказать, путь, наверное. На самом деле у меня была задумка сделать серию работ из разных памятников культуры нашего народа. Ну, пока что на данный момент я сделала те памятники, которые есть в Бахчисарае. У нашего народа осталось очень мало памятников культуры. И из того, что есть, хочется это возродить, хочется хотя бы из маленького кусочка создать для того, чтобы будущее поколение увидели и знали, что вообще было, потому что не факт, что то, что мы видим сейчас, а сохранится ли они для будущих поколений. Может, они увидят только наши работы, а может, они не увидят то, что было до нас. Это и мотивирует работать.